Мир вам, братья и сестры. Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих, и жизни податель. Приди и вселись в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Вот. Ну что ж, продолжаем рубрику нашу «Нацпроект за чашкой кофе». Хотел вот рассказать про вчерашний случай. Утром собрались с семьей в церковь, вызвал Яндекс.Гоу такси, и нам нужно было еще по пути за сыном заехать. Но высвечивается, там такси прибудет через 8 минут. Потом, так внимания не обращал пока. Потом кружит. В общем, кружил он очень долго. Где-то, наверное, 20-30 минут, пока нас нашел. И то мы навстречу ему пошли там до того места, где до перекрестка, там метров 200, наверное, где не разминуться. И потом издалека его увидели, начали рукой махать. Вот. Сели в такси Лада Гранта белого цвета. Я, правда, ничего там под себя не регулировал, сел на переднее сиденье. У меня коленка уперлась в торпеду, голова уперлась куда-то в потолок. В общем, такой веселый наш автопром. Вот. И что там таксист, едем, говорит, в церковь. Я говорю, нет, говорю, подождите, говорю, нужно заехать на этот адрес сначала, сына забрать. А сколько денег там, что-то 700 с лишним рублей высветилось. А он говорит, нет, у вас указано наоборот, что сначала нужно ехать в церковь, а потом, ехать вот за сыном, получается. То есть все наоборот. Я говорю, как? Я набрал церковь, потом там кнопка «Добавить остановку», добавил адрес, куда заехать за сыном. А он говорит, а надо было делать наоборот. Сначала набрать сына, потом добавить остановку и набрать церковь. Где логика, кто это разрабатывал, я, в общем, я, честно говоря, немножко разнервничался тогда. Потому что он, сказал, что, извини, говорит, я ехать, не извини даже не сказал, он сказал, я, говорит, не поеду, потому что тут, надо так, а ты наоборот. Вот. Я там не знаю, что делать. Он говорит, бери, говорит, изменяй маршрут. А я залез, а я уже весь на нервах тоже. Я что-то и не могу никак этот маршрут изменить. Как его теперь изменить? Нажал на кнопку «Отменить», не знаю, наверное, случайно или, может, специально думал, что сейчас отменю, а потом по новой забью. Он у меня спрашивает потом, а таксист, он какой-то, вот вид у него такой, я не знаю, там, может, старше меня, может, ровесник, но он очень больной какой-то. И смотрю, он как-то туго соображает. И что дальше? Значит, говорит, за наличку, если поедешь, поехали. Я говорю, Ира, есть нет налички? Только на карте все. Говорю, звони Кириллу, пусть там у сестры возьмет, у дочки старшей, возьмет наличку. У нее телефон выключен, в общем, пока включила туда. Потом я говорю, давай, говорю, я тебе на это, говорю, есть номер карты, я тебе возьму и переведу сейчас просто, и все. Этот водитель говорит, сначала что-то отнекивался, потом говорит, через какое-то время до него, видать, дошло, говорит, ладно, говорит, давай перекидывай мне на карту. Я говорю, сколько? Он говорит, а сколько там высветилось? Я говорю, 700 с лишним рублей. Он говорит, 600. Я ему перекидываю 600. Мне номер телефона назвал.
Потом говорю, что так мало? И вообще у меня не знаю, что думать, что делать, что говорить и как. Я говорю, как мало? Ты же сам сказал. Не, он говорит, ну там же написано 700 с лишним. Я говорю, так сколько я еще? Говорит, ну 700, говорит, надо. Я говорю, ну давай я тебе сейчас сотку перекину. Перекинул ему еще сотку. Ну, ехали, я смотрю, он сидит за рулем и как-то вот куняет. Он такой, вот такое ощущение, что он какой-то больной очень человек, и что он, то ли он ночь не спал. Но мне было вот реально страшно за себя, за семью, что мы сейчас куда-нибудь въедем. Я молился всю дорогу, пока сына забрали, пока до церкви добрали. Ну, слава Богу, все хорошо. К чему вот эту речь веду? Что вот человеческий фактор, иной раз, короче, мы доверяем своей жизни людям, которые вот реально, я не знаю, кто его там допустил до управления. Я, конечно, не за него в церкви помолился, чтобы дал ему Бог здоровья за этого водителя. День Пантелеймона как раз, военно-морского флота. Сын у меня недавно отслужил в Северном морском флоте. Вот. Такая вот история про нынешнее такси. Ну и мне кажется, вот сейчас эти вот беспилотные системы уже, КАМАЗы наши уже за границу ездят с этими беспилотными системами. Вот чем я еще вчера столкнулся, что оказывается у нас в стране большинство народу, даже православные люди, не знают и знать не хотят про достижения нашей страны. Их почему-то даже по телевизору не транслируют. Вот единичные там вот время вперед, например, там. Неужели не интересно, куда у нас наука шагает, куда у нас там, что мы можем делать? Потому что у нас вот не верят в это, как это беспилотники. Они, оказывается, по всему миру уже давно летают, в Китае двухместное такси. Но там оно недоработанное, там нужно каждый раз, короче, вот когда, извиняюсь за слово, паразит иногда вот на эмоциях летает. Вот. Нет такой системы, чтобы была быстрая замена батареи. И эти все современные беспилотники, не знаю, почему не додумались до этого, они тратят время на зарядку. Как и в большинстве своем электромобиле тоже. Даже Эволюта Джой, который вот у нас выпускается в Липецке, за которым сейчас месяц очередь. По это тоже мало кто знает почему-то. Вот, ну, как-то не интересуется достижениями. И ну, я не знаю, Бог мне в голову вложил такую, что даже не вложил, а я подсмотрел, что единственная фирма в мире, которая вот китайский автомобиль NIO создает по стране такая сеть быстрой замены батареи. И они не тратят время на зарядку. Вот подъехал автомобиль, встал на определенное место. Снизу там робот какой-то, ну, гайковерт какой-то вылез. Там, не знаю, сколько там болтов открутили. Раз-два поменяли, ту батарею отправили на зарядку, а новую поставили. И вот если сделать на беспилотнике такую систему, то получается, что это сократит время поездки, увеличит дистанцию, на которой можно прыжками как бы так, от станции подзарядки до станции подзарядки летать. Сеть таких станций создать по стране, и спокойно можно лететь в любую точку мира, то есть страны, для начала. Вот. Но зато вот со вчерашними там немножко раскачал. Ну, почему-то никто не хочет мои ролики смотреть, вот эти вот, о будущем нашей страны. Такое ощущение, что будущее нашей страны никого вообще не интересует. Вот интересно людям посмотреть, как кабана одним ножом разбираю. Это да. Хотя что там такого? Раньше это с детства любой человек умел. Казак, сам даже вот Арис, привет тебе, рассказывал, что казак любой молодой даже мог коня разобрать одним ножом полностью и в пищу употребить. Почему сейчас об этом, такой интерес. В общем, как-то так. Печально, конечно, это все. Печально. Вот мне страшно за судьбу страны иной раз. Многие люди, видео эти, 20 минут времени, неужели там
Может, неинтересно, не знаю. Может, рассказываю неинтересно. Еще многие спросят, вот, как, с чего начать. Как? Ну, что можете. Каждый может поучаствовать в проекте. Но иногда бывает, что молитвенно даже поддержит, помолится за то, чтобы проект хорошо прошел. И это будет самая высшая помощь. Мы же никто не знаем, кто чем помогает. Кто-то может в комментариях написать свои предложения или какие-то вопросы задать в комментариях. Даже они самые неудобные. Постараюсь ответить. Ну, распространять это там несколько минут пальчиком по телефону потыкать, раскидать как можно больше людей. Это уж любой может. Вот еще такая тема. Ну, многие не верят, да как это возможно, это с технической точки зрения. Даже такие грамотные вроде технические люди, они не верят, они, кажется, не интересуются. А вчера просто там, не знаю, 5 минут мы там по интернету, по ютубу даже вот поэтому поискали, оказывается, в России уже создают вот, беспилотные системы, очень грузоподъемные. И даже вот если, допустим, китайский вот этот вот на 2 человек аэротакси с 4 винтами, у него максимальная дальность полета 25 километров, то наши уже создали вот АКБ «Сухой». Беспилотник, который 2 куба помещается в него, то есть самолет вертикального взлета посадки назвали. Вертикально взлетает, летит со скоростью 180 километров в час, и дальность полета у него 1000 километров вообще. Вот Сухому даже дать задание на основе этой техники, сделать ее поменьше, там, одноместная, двухместная и четырехместная. Заказать кому-то салон, дизайнерам, интерьер, салон, в общем, чтобы все было красиво, чинно. И пусть даже там дальность полета будет не 1000 километров, а 300 километров. И вот через 300 километров ставить станции быстрой смены батареи. Фух, простите, я немножко волнуюсь, короче, честно говоря, мне немного эта ситуация вся печалит. Просто страшно за страну, когда я в чем-то начинаю понимать сильнее очень даже пророка Илью. Так, что еще хотел сказать? Да, наверное, хватит пока на сегодня. Я так уже утомляю длинными роликами. Давайте помолимся. Достойно есть, кого истину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. С Богом, братья и сестры. Всего самого доброго.